В начале апреля в фойе Центра народного творчества села Терекле-Мектеп Ногайского района Республики Дагестан состоялось открытие выставки ногайского художника Османа Суиндикова. Мне очень понравился город. Мне понравилась картина «Виноградная беседка». А мне «Девочка у моста». Мне понравилась «Вечерний Сулак». Мне понравился «Старый мост». Что бы вы хотели пожелать художнику? Чтобы он продвигался дальше, рисовал такие же красивые рисунки. Осман, он настолько последовательный и настолько преданный ученик своего учителя Сирадждина Батырова. Каждый год он проводит свою выставку. Выставка, конечно, она посвящена не обязательно прям именно Сирадждину, но он показывает как бы своему учителю, что его преподавание продолжается. Вот всю жизнь Османа он совершенствуется. Ну, конечно, его творчество, его именно как художника, возможно, что профессиональные искусствоведы, скажут, это как бы это не профессионально, это не художественно или еще как-то, но его дар вот этот, он его не оставляет как-то. У нас многие закончили или худграф закончили, или вот, тоже училище Джамала, а не пишут. Вот просто не пишут, не берут в руки ни карандаш, ни кисть. Вот эти их навыки, их талант, которым наделил их Всевышний, он остался, наверное, зарытый как бы в землю. А вот Осман, он совершенствуется с каждым годом. И если так разобраться, у него подход тоже свой, определенный подход к этим пейзажам. Вот. В прошлом году он ездил в Сулак, его как художника пригласили на мастер, как они там называются, я не знаю. Вот, их несколько художников пригласили туда. И он, как увидел эту природу красивую, он так ее и изобразил. Вот. И если потом, может быть, вы зафиксируете это, вот здесь указан вот вечерний Сулак, какая вода, какое небо такое тяжелое. И потом закат еще на Сулаке. Мы знаем, что Сулак – это голубая, такая насыщенная, наверное, медью или чем-то там вода. Вот. А у него вот вечерний этот закат на Сулаке, там вообще вода красная. Вот это его видение очень, очень, наверное, дорого нам. И хорошо, что он увидел его именно там, так. Ведь мы же своим взглядом, глазом видим только лишь поверхностное. А увидели, какая картинка красивая или еще что-то такое. А художник чуть по-другому. Он когда начинает писать, он уже начинает всматриваться в это во все и выделяет какие-то особые моменты. Вот уже в течение 13 лет Осман Индиралиевич в память своего учителя и наставника, художника, поэта, этнографа Сирадждина Батырова ежегодно в апреле проводит выставку картин. Осман Суиндиков окончил Дагестанское художественное училище имени Джамала в городе Махачкала. Его дипломная работа была посвящена ногайской теме, называлась «Хлеб». Первая его персональная выставка проходила в 2019 году в президентском комплексе в городе Махачкала. Затем его работы были выставлены в выставочных залах Чечни, Астрахани и города Москвы. 2 года назад Осман Индиралиевич участвовал в первом международном симпозиуме художников на территории Сулакского каньона, где они провели 2 недели, обмениваясь знаниями и опытом друг с другом. Среди приглашенных были не только дагестанские живописцы, но и художники из Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Элисты и других городов России. Находясь под впечатлением от великолепия дагестанской природы, Осман Суиндиков написал целый ряд картин, которыми мы сегодня можем наслаждаться на его персональных выставках. Желаем ему успехов в творчестве, легкости и вдохновения.
Центральной районной библиотеке прошел капустник, посвященный заслуженному деятелю искусств Республики Дагестан, основателю изобразительного искусства ногайского народа Сраждину Батырову. Это был поистине человек-легенда, творческий гений. Он еткен құлығы қалған затлары бізге үлкен байлық, үлкен мүйіз. Ол любой адамның ебін тауып болғанды, қиын адамдарды. Соғыры мен айтатам, ол адаммен адам болып болған еді, сол үшінде ол барысыны да ярайтан еді, мағыры. Это вот феномен ден сол, осы ярайды олаймын. И тут он выходит и начинает танцевать вот эти арабские, индийские, кубинские, японские танцы. Он начинает танцевать. Все, конечно, там восхищаются, кто-то свистит, кто-то восхищается. И съемка как следует не была со сцены. Володя не смог ее снять. И поэтому он его пригласил, в КБО пригласил, чтобы сфотографировать. И вот Сраждин пришел, тогда нас собралась вот такая хорошая, теплая компания, и он там просто танцевал. Он сам там танцевал. Mana bu sho'ng'izda Sirajdin Batırov o'ynagan. Главное детище его Айланай, потому что Айланай раньше рассказал всему свету, кто такой Сраждин. А вот только после его хорошей выставки, развернутой в Махачкале, о нем уже заговорили в высших кругах художников, как о художнике. Айланай для него был очень значим, конечно. Ведь он шел к этому всю жизнь. Посмотрите, у него Айланай создался, когда ему сколько было? Лет 35, да? Да. Да. А он пишет, вот смотрите, он 14 лет, он уже мечтает о том, чтобы создать ансамбль. 14 лет он пишет. А то, что он был очень честолюбив, то есть у него была цель, у него была задача, и он шел к этому с 14 лет. Вот открываешь дневник, а он начинает как писать? Дорогой читатель. Да, понимаете, он уже думает о вечности. И, в общем, он приехал, и когда его впервые увидел, он сказал, что кто у нас поет как колыбельная. И вот с Кирсаной они поговорили, решили, что колыбельную буду петь я. Bebem bebem bek sarau, bebem koyluğu sapsarau, bebem mingen arbadın, begim beyde uyap sarau. Я помню первую постановку, ну его постановку первую. Спектакль, где там отрывок был из романа «Как закалялась сталь» Островского. Ел балақтан қашып, ерек ызғырды. Кеттім әлет ол ұятсыз елынан, селекелеп тек ұзақтан сызғырды. Соны оқығанда ол Сраждин бірден күлімсіреді. Күлімсіреді біз қолымыз маған. Етпелейді. Ол оның жашау мәнесі. Тек жақшылық етін істемейді. Ол оның соны әділдегі тек жақшылық етін еді. Сраждинге көрсетіп пластинка шықты деп, сүйіншілеп бар еді. Думтып без сознания եղылады. Сраждин упал в обморок от радости. Когда пластинку. Сонан қараңыз, в чем его феномен? Сен өзіңсің азамат, ақылымнан састырғансың, сен өзіңсің азамат. Концерт его не пропустили, должен был состояться концерт ансамбля «Лезгинка», где был танец Айланай. Его постановка, его костюмы, все, и его туда не пригласили.
ему не дали пригласительный билет, ансамбль «Лезгинка», его как создателя танца, как хореографа и этнографа. Ему не дали приглашение. И он туда пришел, а его туда не пускали просто-напросто. Я не знаю, это, наверное, то, что ты рассказываешь, это было, наверное, попозже. Он уже. сам рассказал. Да, потому что вот эта вот статья у него здесь, это его личная рукопись, «Неравный среди равных», и он тогда начинает вот как раз писать вот эти политические статьи, он как раз тогда поддерживает это движение молодежное, на фоне этого взлетел тогда Мурат Запишиев. Он же тогда, да, он тогда Сраждин очень хорошо поддерживал молодежь, очень хорошо. И около него собралось такое студенчество, его квартира была полностью открыта для них, для всех. Я хочу сказать, что я столкнулась с ним до бюрократических, так сказать, праволучий, когда они с Ахмадбеком и Тахиром пришли к нам домой. И для меня уже на слуху был Сраждин, я видела, в принципе, как он в Доме культуры, его танцы и прочее. Но для меня было открытие, когда они пришли вдвоем с Тахиром, они искали о Гамзате очень много. Вот они спрашивали о его дипломной работе, о его творчестве, что сохранилось в рукописи. Он был интересно очень, уже тогда одет. Ну, Тахир, я уже не могу сказать, они были обе величины. Для меня тогда был уже Сраждин открытие, потому что он столько много говорил о народе, о культуре. Здесь же у него была какая-то политика, он много говорил о Гамзате вместе с Тахиром. Это то, что тогда я уже увидела у себя дома. Я прошу простить мой акцент, вот письмо, которое он написал Кошале. Кошале салам, послап сүйінші. Сенің портрет геолога выставкаға алып бар. Что за портрет, не знаю. В общем, портрет геолога взяли, портрет или медаль Гамзатова забраковали алматы. Каталогка Крекс. Баслап Тутлаева. Тек ақыруымда бар. Ал ендігі сен маға айтшы, ясырмай, сен кім? Қайсы мілет, орыс па, аварец па? Қайда, айтшы, ясырмай, яда кім? Выставкаға алғаны ару, бек ару. Тек намысқа көрі айтқанда, немін алындырып? Сол сарау. Егерден сен геологты етпеген болсаң, басқа біреу етпеген ме? 99 кere кетілген, тағы да 100 кere етілген. Сондай да сора Гамзат атқан. И дальше он пишет. Кадрия есімге түспеді ме? Гамзат Аджибелдиевті, Ашим Сикалиевті, Шалкиевті, Кастуған. Еді, олар ясама күшін кетпеймі? Яда оларды танымайсың. Вот такое трепетное отношение и к языку, и к ногайской культуре. Вот, конечно, он был слишком такой свободный человек. Так не говорю, что он нас там ругал, конечно. Человек не своего времени, да? Да, он как преподаватель, конечно, был слишком мягким, как мягким, так свободно, так у нас нам позволял и рисовать, свободно, и ламкалама, и ойнама. Ну, как бы все так весело, все свободно проходило. Когда есть вот первая его картина, вот этот пень с уткой там. Да, утки, вот эту картину он при нас начинал рисовать, да. Вот то, что мы хорошо. Но он там много не проработал, потом он, как бы его забрали же в армию. Вот, в армию. Ну, где-то год, наверное, от силы проработал. Потом да. вот это, вот это, Нукаев Тимур писал вот это. Он портреты, да, вот сажал ребят, писал с них портреты, что-то этих портретов сейчас не видать. Образы, которые находил, вот Нукаева Тимура он рисовал этого сейчас, который, да. Вот по стопам его пошел Оспан Андрович, я знаю, ты тоже заканчивал? Не, ну мы тоже заканчивали, тоже. Не, мы потому что вот когда он бывал здесь, я уже хорошо помню, мы ходили в Нариман, рисовали вот эти дворики, ну вместе так выходили на пленэр, вот, рисовали дворики, выходили так на природу, вот то, что я так сейчас помню, конечно, да. Сраждин, ноғай қарап тұрып, түпкі көздерімен. Бақыр созады қолларын, тілейді, қышқырады, күледі, сенеді. Ноғайым, соң Сраждин не еттің? Неші күресіп тұрасың өз мұңлы жүрегіңмен? Сеніңше күшің көп, өз художник таяғына таянмаға тек. И bizim призвание таяққа не беріп зат өзі? Сол туылма bizim бас қазық. Какие слова, да?
честно говоря, вот на самом деле, мне кажется, это как заключение всей его жизни. Он просто взял все, о чем мы с вами говорили, он все это обобщил и вот в одном предложении вот это все выдал. Я слышу